Начало первой рабочей недели октября было насыщено событиями. В этом информационном видеодайджесте Академии наук Якутии встреча исполняющего обязанности президента Академии наук Леонида Владимирова с первым заместителем министра образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилом Присяжным, а также участие подразделения Академии в главном событии недели – 14-м съезде учителей и педагогической общественности Республики Саха-Якутия, который на этой неделе становится площадкой общения и поиска новых идей по выстраиваемой модели образования республики. Значение Академии, престиж Академии. И в этом направлении, я думаю, что мы будем работать. Ну, я согласен, Леонид Николаевич. Конечно, когда речь идет об академии, собственно, ее главная задача ведь это интеграция. Интеграция всех научных коллективов, которые есть на территории. Причем, да, вы правильно сказали об объединенных ученых советах. Это очень хорошая форма, которая работает. 3 октября прошла встреча исполняющего обязанности президента Национальной академии наук Леонида Николаевича Владимирова с первым заместителем министра образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилом Юрьевичем Присяжным. В ходе рабочей встречи прошла сверка часов касательно задачи Академии по интеграции усилий научного сообщества Якутии в социально-экономическом и культурном развитии региона, возможностей наращивания потенциала координации государственных программ научных исследований по актуальным для республики вопросам. Их функционирование не было бы таким успешным. Соответственно, все, что касается дополнительного финансирования, обоснования тематик, все равно идет через главу республики. Мы, например, смогли убедить и себя убедить, и Российский научный фонд, и здесь научные коллективы о том, что нужно новое подписать соглашение, во-первых, оно подписано между Российским научным фондом и Республикой Саха-Якутия. И в этом году у нас значительно вырос объем финансирования с двух сторон. Конечно, вот те тематики, которые вы называли, связаны с экологией, с сельским хозяйством, с мелиорацией, то, что касается, значит, сельскохозяйственных угодий, условий строительства, да, условий эксплуатации зданий и сооружений, это тоже тематика, которая очень серьезно и на федеральном уровне вызывает беспокойство, поскольку инфраструктура, она имеет такой стратегический характер, и хотелось бы ее сохранять в качественном состоянии как можно дольше. Поэтому вот мне кажется, что и не зря мы сейчас вот в структуре Академии наук Республики Саха-Якутия укрепляем именно экспертный блок, потому что именно экспертиза, связанная с поддержанием именно мониторинга, то есть качественного экспертного сопровождения крупных проектов, которые реализуются в республике. Это, я думаю, очень важно. Остается третий канал. Это когда сами регионы, да, сфинансируют определенную тематику, определенные исследования. И здесь, конечно, мы видим о том, что наша Национальная академия наук Республики Саха-Якутия, которая готовится в 2023 году к юбилею, она, конечно, очень важна, в том числе и с точки зрения гуманитарных исследований. В Академии наук 5 объединенных ученых советов, где сосредоточены все 42 академика, действительно члены Академии наук, и также привлечены в объединенные ученые советы ведущие ученые нашей республики. Тогда наш НОЦ мог бы выйти на передовые рубежи. И здесь все зависит от того, что правильный вектор. И здесь Академия наук готова в этом направлении работать. И наши объединенные ученые советы, их 5, и все они бы работали. Наше министерство, лице Михаила Юрьевича, и Академия будет работать так, чтобы вот дыхание двух океанов, можно сказать. Это Ледовитый океан и Тихий океан, это Дальний Восток, тут Арктика и наш НОЦ, север, это объединяющий. Как будет республика развиваться и как себя проявит именно сейчас в сложнейшей ситуации, которые нам навязали, но наука всегда, и человек, занимающийся наукой, находил всегда очень достойный выход. И
мы из этой ситуации выйдем и должны выйти победитель. Так и будет, Леонид Николаевич, да, так и Желаю будет. всем нам творческих успехов. 4 октября несколько подразделений Академии наук приняли участие в экспозиции своих фундаментальных и прикладных разработок, а также экспонатов научных исследований на масштабной выставке «Образование. Открытое в будущее» в рамках проведения 14-го съезда учителей и педагогической общественности республики. Не секрет, сегодня в мире происходят глобальные изменения, формируется новая модель образования, которая превращается в механизм подготовки общества под быстро меняющуюся политическую, геоэкономическую и социокультурную среду. В настоящее время требуется значительно более тонкая настройка реформ, которая должна заложить потенциал развития системы образования республики до 2032 года. Выставка представила стратегические направления развития региональной системы обучения и воспитания. Задачами экспозиции по 7 ключевым направлениям стали демонстрация и обсуждение достижений системы образования Якутии, презентация образовательных проектов и технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений, выставка продукции креативных индустрий в сфере образования. Академия наук заполнила 7-е направление «Наука в сфере образования», на которое помимо палеонтологических экспонатов эпохи плейстоцена, ставших интересной площадкой для проведения внеклассных уроков школьников города, были представлены издательские проекты по истории Якутии, актуальные разработки научно-образовательного центра Академии и перспективные проекты, работа над которыми ведется в настоящее время. Леонид Владимиров ознакомил заместителя председателя правительства Сергея Местникова и министра образования и науки республики Ирину Любимову со стратегией пирамидальной траектории подготовки специалистов в многоуровневой системе подготовки. Ее суть – заточенность конкретных успешных выпускников на каждом из последующих уровней к решению конкретных научно-теоретических, научно-практических и технологических задач, сформированных Координационным советом. Переход на следующий уровень траектории подготовки производится на конкурсной основе, а качество подготовки специалистов определяется осознанностью профессионального выбора и конкурсной мотивацией. Где будут защищать этот вопрос? В Москве или в дружественных странах, Китае или где? И потом приходит он разработать. Если так построить, каждая докторская, каждая кандидатская, каждая дипломная работа должна иметь смысл.